Комендант Большого Кремлевского дворца полковник Летуновский. Добро пожаловать. Здравствуйте. Позвольте принять от лица. Пожалуйста, примите. Очень приятно, очень приятно. Добро пожаловать еще раз. Спасибо. Лаосом, надежным партнером России в Юго-Восточной Азии. Россия открыта для взаимовыгодного партнерства. Мы готовы работать со всеми без исключения государствами на принципах равноправия и учета интересов друг друга, невмешательства во внутренние дела. Последовательно выступаем за обеспечение равной и неделимой безопасности, за честное и справедливое экономическое сотрудничество, свободное от недобросовестной конкуренции, политически мотивированных санкций и ограничений. Такой организации нашей сегодняшней встречи. Но главное же заключается в том, что, к сожалению, ситуация в мире по-прежнему нестабильна и даже осложняется. Мы видим это. Речь не только о пандемии коронавирусной инфекции, которая уже нанесла огромный ущерб всем нам, унесла жизни миллионов людей, спровоцировала глубокие изменения во всех сферах деятельности. Не меньшую озабоченность вызывает деградация системы стратегической стабильности и контроля над вооружениями. Вновь поднимает голову терроризм. Усугубляются проблемы, связанные с международной информационной безопасностью. Высокие риски по-прежнему несут наркоторговля и оргпреступность. Обостряются застарелые региональные конфликты в Афганистане, Ливии. А буквально в последние дни, мы все об этом хорошо знаем, и с тревогой следим за развитием ситуации. Мы стали свидетелями резкой эскалации на Ближнем Востоке. Вспышка конфронтации между палестинцами и израильтянами уже привела к большому числу жертв среди мирного населения, в том числе среди детей. Считаем императивом прекращения насильственных действий с обеих сторон и активный поиск решения на основе соответствующих резолюций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и общепризнанных принципов международного права, разумеется, укреплению отношений дружбы и взаимопонимания между... Возвращаясь к теме коронавируса, подчеркну, что Россия заинтересована в сотрудничестве с зарубежными партнерами в борьбе с глобальной пандемией. Нам удалось быстро создать 3 собственные эффективные вакцины от коронавирусной инфекции. Скоро будет запущена в оборот 4-я, набирает темпы и вакцинация. Эпидемия стала настоящей проверкой для таких общечеловеческих ценностей, как солидарность, взаимовыручка, гуманизм. Наша страна оказывает адресную помощь более чем 60 государствам на всех континентах. Мы делимся опытом и помогаем в налаживании производства отечественных препаратов на зарубежных предприятиях. Кстати говоря, пока этого, кроме России, никто не делает. С 22 июня 1941 года